Добрый вечер. Вместе подведем итоги уходящей недели. В эфире Анастасия Ильчебаева. Напомню, мы вещаем из домашней студии. И вот ключевые темы выпуска. Как вы угадали вовремя, кусок хлеба остался. Герои, прячущие лица за медицинскими масками. Обычные люди, ставшие спасителями для тысяч людей. Врачам всем народ помогает, и ночью, днем они не спят. Мы тоже их понимаем. Позаботились о тех, кто заботится о нас. Предприниматели хотят накормить врачей, а будущие медики уже рвутся в бой и спешат помочь своим коллегам. Кто они? Герои нашего времени. Путь домой. Бангкок, Казань, Уфа. Туристы из Башкортостана, застрявшие в Таиланде, вернулись на родину. Мы безумно рады возвращению на родину. Мы уже устали даже отдыхать. Но до дома путешественники так и не доехали. Вместо родных стен – обсерватор. Все прибывающие из-за рубежа подлежат обсервации, независимо от места проживания. Работа над ошибками. В республике завершилась вторая неделя дистанционного обучения. Что исправили и какой выход нашли для тех, кто вне зоны доступа. Студенты, ученики наши делают уроки в машинах по 4 человека. «Помоги учиться дома». В республике собирают гаджеты и компьютеры для школьников. Чтобы они могли полноценно осуществлять образовательный процесс. Амфитеатр, 4 ряда, вот так. Тут лестница. Жизнь продолжается. Парки республики закрыты, но не для рабочих. В Башкортостане идет строительство и реконструкция зон отдыха. В нашей программе мы выдерживаем парки, дворы, развитие инфраструктуры бизнеса. Какими встретят горожан скверы после пандемии? Ради Хабиров проинспектировал строительство парков в Бирске и Уфе. За сутки в Башкортостане подтверждено еще 45 случаев заражения коронавирусом. Такие данные озвучили сегодня на брифинге Министерства здравоохранения республики. На текущий момент в Башкирии зафиксировано 297 случаев заражения. На амбулаторном лечении находится 60 человек. У них заболевание проходит практически бессимптомно. К сожалению, за последние сутки в республике прибавились и летальные случаи. Скончалось 2 человека. Это пациенты, которые длительное время страдали онкологическими заболеваниями, имели, кроме этого, еще и патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. И на фоне проводимой химиотерапии течение болезни осложнилось развитием вирусной пневмонии с ковид-подтвержденным диагнозом. На брифинге также разъяснили и про новые пропуска для работников предприятия. Если сотрудник едет со справкой от работодателя, то регистрироваться на сайте «Дорога-02» не нужно, но использовать пропуск в личных целях запрещено. Все это будет контролироваться правоохранительными органами. Эту форму можно скачать на сайте «Дорога-02» или на сайте Госкомитета по предпринимательству. Пропуск достаточно подробный. Необходимо указать режим работы, наименование отрасли, местонахождение предприятия и место жительства сотрудника. Дневное перемещение и перемещение вне рабочего времени по этим пропускам не предусматривается. С завтрашнего дня режим полной самоизоляции будет ужесточен. Меры непопулярные, но необходимые, заявил на еженедельной оперативке Ради Хабиров. Ограничения будут действовать, по всей видимости, до лета. Ситуация с коронавирусом разворачивается довольно быстро. Уже почти в 40 муниципалитетах есть факты инфицирования. При этом случаев могло быть меньше, однако все чаще люди нарушают режим полной самоизоляции. Уже со следующей недели в республике будут проводить, цитата, «облавы на нарушителей». Далее подробно о том, к чему нужно быть готовым. Почему без маски? А портфели? Ну вот, смотрите, остановка, народу много, вам не страшно? Нет. Почему? Ну я не верю в этот вирус. Не верите? А что творится в Италии? Не знаю. На фоне пандемии впору говорить о целом движении коронавирусных атеистов. Неверующих можно отличить в толпе по характерным признакам. Они не носят защитные маски и перчатки, не соблюдают дистанцию. И такие люди с безответственным отношением представляют повышенную опасность. Именно поэтому с понедельника контроль за соблюдением режима самоизоляции ужесточается. Будем штрафовать. Насколько я понимаю, и судебная практика идет в этом направлении, и люди получают штрафы. У нас уже более 1500 мы штрафов выписали, поэтому я очень сильно предупреждаю, чтобы люди... Коллеги, вот потом, значит, будут приходить куда-то, кто устраивается на работу там, в государственные органы, там, если у него будет штраф за нарушение режима, я буду понимать, что этот человек безответственный просто человек.
Режим самоизоляции нарушился во многом из-за большого количества предприятий, которые возобновили свою работу. В связи с этим правительство определит перечень конкретных организаций, а не отраслей, которые смогут продолжить функционировать. Ранее выданные справки сотрудникам будут недействительны. Нужно уже сейчас позаботиться о новых. В справке должен быть четко указан график работы этого гражданина. Ну, допустим, с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Должно быть указан адрес фактический, где сотрудник осуществляет свою трудовую деятельность, не адрес, юридический адрес лица, а там адрес непосредственно осуществления сотрудника своей деятельности. Указывается место жительства работника. Человеку будет даваться 90 минут на то, чтобы добраться до работы, и еще столько же, чтобы вернуться. При этом с 20 апреля в автобусы нельзя будет войти без маски и перчаток. Их наличие станет обязательным как для пассажиров, так и водителей. Речь коснется всего общественного транспорта, включая такси. Это же выполнение требований перевозки. Я поручаю вам отработать, соответственно, Ространснадзором, чтобы они останавливали автобусы и проверяли наличие людей в масках и, соответственно, в перчатках. Новые ограничения коснутся и сервиса «Дорога-02». С его помощью можно будет совершать только 2 выезда в неделю. При этом на въездах в Уфу и другие крупные города выставят посты. Апрель-май – это вот как «здрасте, мы работаем в этом режиме». Дай бог, если так. Если мы еще там дальше в лето не пойдем. Апрель-май мы работаем вот на повышенном вот таком режиме. Предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий. С понедельника на карантин закрываются все стационарные учреждения социального обслуживания. Интернаты, дома престарелых, детские и социальные приюты. Ожидается, что персонал будет работать в них вахтовым методом по 2 недели. По такой системе, с учетом, что контактировали с РКБ, у нас уже прожил 2 недели Бирский детский дом. Ну, слава богу, сейчас вот мы как бы более-менее расслабились, но вот я думаю, с понедельника будем и закрывать их тоже теперь уже в профилактических целях. Сотрудники и получатели социальных услуг должны быть обеспечены всем необходимым. С 23 апреля малоимущие семьи начнут получать продуктовые наборы. В списке получателей порядка 72 тысяч семей, в которых уровень среднедушевого дохода не превышает 9200 рублей. Формируется продуктовый набор основных видов продукции. Это более 80% произведенные здесь, но и большая часть упакованная здесь. Это наши предприятия, это наша пищевая промышленность. Некоторые из представленных мер Ради Хабиров назвал непопулярными, но необходимыми, чтобы сдержать распространение коронавируса. С понедельника на нарушителей будут совершаться, цитата, облавы и повсеместно выписываться штрафы до 30 тысяч рублей. Динара Таймасханова, Артур Шамсудинов, Гузель Сиддикова. Новости. Уфа. Идем по графику. На неделе Ради Хабиров в режиме видеоконференции доложил Владимиру Путину о ходе строительства новой инфекционной больницы в Уфимском районе. На связь с президентом России глава Башкортостана вышел прямо со строительной площадки. Напомню, работы на объекте начались 28 марта этого года и с тех пор не останавливались ни на один день. Ожидается, что первых больных с коронавирусной инфекцией новое медучреждение готово будет принять уже 25 мая. Что уже успели построить, знает Азат Садреев. Меньше месяца назад здесь было голое поле. Теперь строительная площадка напоминает большой муравейник. 200 рабочих в круглосуточном режиме возводят новую инфекционную больницу, с каждым днем наращивая объемы. Завершается монтаж крыши общежития для врачей, вбиты сваи под корпуса медучреждения. На неделе завезли первую партию бетона под фундамент. Это будет большое довольно учреждение. Это почти 16 тысяч квадратных метров. Это полноценный медицинский инфекционный центр, который будет оборудован 100 палатами. В условиях чрезвычайной ситуации мы готовы принимать будем здесь более 450 пациентов. Это для нас, конечно, очень интересный опыт, неожиданный. И, во-первых, нам позволили всевозможных, нету сложных бюрократических процедур, которые мешали бы нам строить. И поэтому в такие короткие сроки мы надеемся. Объект представляет собой одноэтажный комплекс из быстро возводимых модульных конструкций, включающие в себя 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В состав центра также войдут отделение диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационные отделения.
Артур Идрисов родом из Башкортостана, но сейчас живет в Сочи. На малую родину приехал, чтобы помочь в строительстве инфекционной больницы. Признается, скучает по семье, общается с родными по видеосвязи. А эту необычную маску сшила и украсила своими руками его дочка, чтобы сберечь здоровье любимого папы. Работаем с боевым настроем. Сроки у нас короткие, задачи серьезные, коллектив грамотный, все в принципе все понимают. Все горды, что принимают участие в строительстве такого объекта, тем более в нынешнее время. К концу недели строители завершили сборку межкомнатных стен в общежитиях, установили окна. Отапливать помещение будут конвекторами, смонтированы электропроводка и санфаянс. Ведется забивка свайного поля уже непосредственно под основные корпуса больницы. Ведем строительство постоянной дороги к больнице и вдоль больницы. Идет посадка елок. Устанавливаются опоры электроосвещения. Возведение новой инфекционки ведется преимущественно из башкирских стройматериалов. Стоимость проекта вместе с медицинским оборудованием 1 миллиард 800 миллионов рублей. Между тем, сейчас идет оснащение дополнительных коек в существующих медучреждениях. Так, по словам главы региона, к 28 апреля развернут 2690 мест, которые будут обеспечены на 60% кислородом и на 30% аппаратами ИВЛ. До 10 мая предполагается получить еще 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. Ради Фаридович, нужна какая-то помощь дополнительная? Владимир Владимирович, я вот просто помощи не нужно, мы справляемся. Вот просто одно наблюдение, которое хотел бы поделиться. Вирус бьет по очагам. Сейчас вот, например, мы приняли решение полностью перевести на карантин социальные учреждения. У нас их несколько десятков. Что это значит? Это значит, те люди, которые работают в психоневрологических диспансерах, домах престарелых, социальных приютах и так далее, они оказываются там. И, на мой взгляд, это вот как раз категория людей, которые тоже оказываются на передовой. Мы, конечно, в рамках наших решений, в рамках нашего бюджета примем обязательно решение для доплаты этих людей. Но, на мой взгляд, их труд примерно такой же сейчас, очень ответственный и очень опасный, как наши медики. И просили бы вас по возможности рассмотреть возможность, может быть, тех же доклад, которые получают медицинские работники. Хорошо, подумаем. Риски, связанные с распространением коронавируса, еще высоки. Пик по-прежнему не пройден. Число заболевших растет во всех регионах страны. И даже если новые и перепрофилированные медучреждения не потребуются в полном объеме, нужно быть готовыми к развитию любого сценария. Азат Садреев. Итоги недели. Знания на расстоянии. В республике охват онлайн-уроками приблизился к 80%. Если в самом начале дистанционного обучения количество обучающихся на бумажных кейсах составляло 13 тысяч детей, то к концу недели число таких школьников снизилось до 6 тысяч. Муниципалитеты продолжают обеспечивать детей компьютерами и гаджетами. К этой работе подключились и депутаты Госсобрания республики. Они запустили акцию «Помоги учиться дома». Все подробности у Руслана Батыргареева. Вот тут люди с ноутбуками сидят, делают. Студенты, ученики наши делают уроки. В машинах по 4 человека. Вместо класса салон автомобиля, вместо школы проселочная дорога. Вдали от дома только тут ловят сеть. Дистанционное обучение студентов и учеников в деревне Кулеметово Кигинского района проходит в буквальном смысле слова на колесах. Сложность есть в самом населенном пункте. Очень слабая сотовая связь и практически вообще минимальная скорость интернета ADSL. Все ребятишки, которые проживают и обучаются именно в деревне Кульметово, они все у нас обеспечены бумажными кейсами. Трижды в неделю доставка осуществляется. Всего же бумажные кейсы с заданиями учителя привозят еще 7 тысячам учеников со всей республики. Тем, у кого нет технической возможности подключиться к интернету. Такие данные в начале недели были озвучены на оперативном совещании в правительстве республики. В общей сложности в Башкортостане знания онлайн получают более 300 тысяч детей. Мне сложно сказать, но я совершенно точно знаю, что первая неделя была, скажем, на двоечку, вот так вот, наверное. Я запретил вам двойки ставить вообще, поэтому и себе запрещаю. Не будем двойку ставить, на троечку давайте скажем. Наладьте с понедельника нормальное обучение, постоянно проводите повышение квалификации учителей.
По данным Министерства образования и науки республики, на старте дистанционного обучения в Башкортостане насчитывалось более 12 тысяч школьников, которые не могли учиться в онлайн-формате. С каждым днем эта статистика меняется. На сегодня это порядка 6 тысяч детей, у которых нет доступа к интернету, плохая скорость передачи данных, либо вообще нет компьютера, планшета и телефона. Сын у меня учится в 9 классе. У него в этом году экзамен. Он очень начал огорчаться, то, что вот запускает учебу. Так как у нас не было компьютера, у нас давно еще сломался, не успели ремонтировать, нам в бумажном варианте приносили. Контакт с учителем очень важен, говорит мама школьника, и обеспечить его во время самоизоляции могут только онлайн-уроки. Теперь у сына Фаниры Даутовой такая возможность будет. На этой неделе их семья стала участником акции регионального отделения «Единой России». Школьников из нуждающихся семей в Башкортостане обеспечат техникой для дистанционного образования. У нас здесь, мы будем говорить так, Центр управления полетами, да, общественные приемные, мы получаем заявки о нуждающихся от Министерства образования. Министерство образования, в свою очередь, запрашивало списки нуждающихся от районных управлений образования, которые там на местах собирали уже потребность каждой семьи в конкретной школе. В рамках программы «Помоги учиться дома» депутаты Госсобрания Республики объявили о сборе компьютеров, планшетов и роутеров. Одними из первых к акции подключился Башкирский педагогический университет. Не остались в стороне и журналисты нашей телерадиокомпании и всего медиахолдинга «Башинформ». Много семей сегодня, у кого либо один, либо два гаджета, а детей, думаю, больше, они просто не в состоянии чисто физически даже одновременно заниматься в школе, в институте или в техникуме. Поэтому мы посмотрели, наши возможности позволяют, и вот мы 10 ноутбуков решили вот ребятишкам, которые действительно, это малоимущие семьи. Не только онлайн-уроки. В процессе учебы также используются электронные кейсы с использованием мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. Все это позволяет получить моментальную обратную связь и скорректировать учебный процесс. А для всех первоклассников в нашей республике организовали телевизионный формат обучения. Наша телерадиокомпания активно подключилась к этому процессу. По инициативе Ради Фаридовича у нас в эфире каждый будний день выходит по 4, иногда по 5 уроков, телевизионных уроков для первоклассников. Это уникальный, удивительный проект. Вот в таком формате не работает ни один регион в Российской Федерации. Если на самом старте дистанционного образования можно было наблюдать множество негативных отзывов от родителей, сейчас ситуация меняется. Сегодня школы получают все больше положительных оценок о дистанционном обучении и работе отдельных учителей. Получать знания на расстоянии все же можно. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин и Азат Ишбулатов. Итоги недели. В завершении недели Ради Хабиров осмотрел уфимские и бирские дворы, а также производственные площадки. Несмотря на пандемию коронавируса, работы на них активно продолжаются. Идет реконструкция парков, строятся индустриальные парки. Казалось, сейчас все это на фоне коронавируса отходит на второй план. Но это не так. И глава республики объяснил, почему. Жизнь продолжается – фраза, которая может и должна стать девизом. Артур Шамсудинов расскажет об изменениях, которые уже готовятся для жителей республики. До конца, вот до желтой этой, амфитеатр, 4 ряда, вот так. Тут лестница и общий вот круг стеклянный, это внутри фонтанчик поставлен. Обычно многолюдный парк Первомайский уже не первую неделю без посетителей. Впрочем, строителям это даже на руку. Работы по реконструкции не прекращаются. Здесь уже расчистили и углубили пруд, обустроили пешеходные и велодорожки. В планах организация спортивных и развлекательных площадок, а также создание аллеи молодоженов. Срок у нас 1 ноября, но мы постараемся к октябрю даже чуть пораньше. Уфа будет городом парков. Об этом Ради Хабиров заявил еще год назад. Конечно, тогда никто и представить не мог, что посещение этих самых парков попадет под запрет. Но и только на время. Благоустройство Первомайского планируют завершить в этом году, и к открытию здесь намерены подготовиться основательно. В нашей программе мы выдерживаем парки, дворы, наши программы по развитию инфраструктуры бизнеса. Перспективы развития территории обсудили и в микрорайоне Колгуевский. Главу региона возмутило, что ни один из окрестных дворов не попал в программу реконструкции. Это должны исправить. Кроме того, местный житель, он же общественник Вильтух Ватулин, предложил обустроить сквер и присвоить ему имя ветерана 112-й башкав-дивизии Мугина Нагаева.
Ради Хабиров обещал подумать. Посмотрим. Так по плану здесь стоит садик. Если садик не получается, если геология не позволяет, тогда сквер сделаем. И в этом году здесь же у нас еще Мугин Нагаев проживает. Вы помните, Через дом. Да, через дом. Наш герой, мы очень дорожим его именем. Вирусы приходят и уходят, а вот люди и экономика остаются. Чтобы не убивать бизнес совсем, в республике продолжается реконструкция предпринимательских инициатив. Под Уфой строится индустриальный парк, где до конца года должны разместиться производственные мощности 4 резидентов. Впрочем, даже на этапе стройки поддержка местных предприятий не будет прекращаться. Металлоконструкции, вот чьи будете использовать? Нет? У нас сэндвич-панели. Да. Ну, может быть, Нефтекамский, мы пока выбираем подрядчика. Ну, смотрите, давайте делайте здесь, чтобы это было нашего производства. Ладно. В республике достаточно предприятий, которые могут обеспечить спрос не только для строительных нужд. Вот, например, небольшой цех в Бирске, где создаются комплектующие для детских площадок, остановки и не только. Объемы небольшие, но потенциал для наращивания немаленький. Я захожу в такие, но вот видно, что да здесь работать хочется, на самом деле. Вроде тяжелое производство, тяжелая работа, но по-человечески все сделали. Если вы будете закупать технику, подобное для оборудования, посмотрите, я прям сам условия даю, мы вам сделаем компенсацию частичную на закупку оборудования. Бирск – единственный в своем роде город в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века. В прошлом году здесь начали реализовывать проект модернизации исторического центра. Как отметил Ради Хабиров, на этой территории должна быть своя маленькая Красная площадь. Эта поездка для главы республики оказалась незапланированной. Он и сам в интервью признался, что поехал сюда после очередного совещания по коронавирусу. Откладывать не стал. Еще раз говорю, что жизнь продолжается, жизнь, более того, будет идти. И я вообще настроен на то, что, дай бог, мы выберемся из этой всей тяжелой истории. И надо будет резко стартовать. Вот об этом забота сейчас. Артур Шамсудинов и Марат Юнусов. Итоги недели. Вернулись домой. Спецрейсом в Уфу из Таиланда доставили 68 туристов из Башкортостана. Некоторые ждали этого полета не одну неделю. Однако переступить порог своих квартир им удастся только через 14 дней. Столько туристам предстоит провести в специальном обсерваторе. Подробности далее. Зал прилета больше напоминает лабораторию. Врачи в защитных костюмах, а на столе пробирки для анализов. Медики берут тест на коронавирус у всех туристов, прилетевших в Уфу из Таиланда. Всего 68 человек, из них 10 детей. Ранее борт совершил посадку в Казани, где самолет покинули более 100 пассажиров. Далеко не все главы субъектов организовали вылеты для своих граждан. Поэтому большое спасибо Радию Хабирову и Миниханову тоже. Я думаю, он тоже приложил здесь усилия, потому что борт вывез 2 регионов жителей. Возвращение на родину ждали с нетерпением. Некоторым, как, например, Татьяне Полевой, задержаться за рубежом пришлось на 2 недели дольше. Признается, отдыхать устала. Но впереди ее, как, впрочем, и остальных, ждет 14 дней самоизоляции. Мы знаем, что это превентивные меры. С другой стороны, мы знаем, что мы здоровые, и мы готовы работать, нас ждет работа, и мы хотим этого. Мы были в изоляции 2 недели до того, как мы сюда приехали, потому что не было возможности из гостиниц выходить. На момент прилета повышенной температуры у пассажиров не обнаружили. Однако все равно всех без исключения решили поместить в обсерватор, а не отправлять на домашнюю самоизоляцию. Согласно указа главы республики, все прибывающие из-за рубежа в Республику Башкортостан подлежат обсервации, независимо от места проживания, в нашей республике или нет. На 2 специальных автобусах туристов привезли в обсерватор. Под эти цели оборудован санаторный комплекс в Уфимском районе. Рассчитаны принимать одновременно более 80 человек. Здесь туристам из Таиланда и предстоит провести 2 недели в изоляции. Эмиль Басарев, Ильдар Гареев, Салават Валиев. Итоги недели. Православные сегодня отмечают один из самых главных праздников – Святую Пасху. Пекут куличи, раскрашивают яйца, но вот в одном праздник для верующих будет отличаться. В этом году пасхальные богослужения в Башкортостане прошли онлайн, так как двери храмов республики закрыты для прихожан. Телеканал БСТ в прямом эфире вел службу из Уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы. Верующие могли увидеть праздничное богослужение, не покидая дома. В условиях пандемии храмы будут соблюдать меры предосторожности. Митрополит Никон пояснил, что совершать таинство можно и на дому, а проповеди смотреть из дома. Некоторые храмы республики ведут трансляции своих служб в интернете.
Вы можете включить свои принимающие устройства и, услышав песнопение и чтение перед святым своим углом, где ваши святые иконы, можете вместе с нами молиться. Супергерои нашего времени. Они не носят обтягивающие костюмы и не умеют телепортироваться или лавировать над землей. Это простые люди. Медики, волонтеры, бизнесмены, рядовые жители республики. Одни лечат людей, другие обеспечивают едой и лекарствами пожилых. Это их ежедневная работа, которая обычно остается в тени. Как вы угадали, вовремя. Кусок хлеба остался. Волонтеры оказались в доме Матрёны Ефимовны самыми долгожданными гостями. Активисты принесли пакет, заполненный продуктами. Внутри крупа, макароны, мука, масло и чай. Бесплатно, потому что бабушка одинокая, помочь больше некому. Такая поддержка оказывается и участникам войны. Список нуждающихся составляется в администрации населенного пункта. В благодарность бабушка позвала на чай, но нельзя. Доставка помощи бесконтактная, а общение на расстоянии не менее метра. Проходите. Нет, проходить не будем мы. Нам нельзя заходить, Матрёна Ефимовна, поэтому мы вам только оставляем продукты и все. Будьте здоровы, ладно? Спасибо. Не болейте, дай Бог здоровья, не болейте. Для пожилых людей и инвалидов добровольцы как бесплатные курьеры. В Уфимском районе 70 волонтеров и 20 социальных работников. За каждым соцработником по 17 пенсионеров и инвалидов. Чтобы попасть к нам на обслуживание, гражданину надо обратиться в центр «Семья». Туда они подают заявку. То есть это заявительный характер. Они говорят, какой перечень документов. Если человек признается нуждающимся по состоянию здоровья, по пенсии, в общем, там очень много критериев, то уже нам передают данные, мы заключаем договор, подключаем нашего социального работника, и они работают уже. Накормить и врачей решили прихожане Нагаевской мечети. Кухню развернули на свежем воздухе. Блюда восточной кухни для медиков Республиканской клинической больницы приготовили из 100 килограммов риса. Врачам всем народ помогает, и ночью, днем они не спят. Мы тоже их понимаем, и из-за этого мы отправляем их помощь свою. В исламе есть такое, если ты увидел, что человек делает доброе дело, да, сделай еще лучше. Будущие медики ежедневно принимают звонки, формируют заявки на оказание медицинской помощи, регистрируют тех, кто приехал из-за границы, дают рекомендации по профилактике COVID-19. Горячая линия создана для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных людей. Мы, студенты и волонтеры, круглосуточно принимаем звонки, оказываем моральную поддержку населению и даем правильные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Гигиеническая обработка рук. Дезинфекция рук пятикратная. Для медиков стандартная процедура. Вместе с врачами на службу по спасению людей заступают студенты. Каждый день работа с зараженными коронавирусом. Весь медперсонал 14 дней будет изолирован вместе с пациентами. После окончания смены для всех строго 2-недельный домашний карантин. В госпитале создали все необходимые условия для проживания медиков. Наше добровольное решение просто, наверное, потому что хотим помогать людям, наверное, потому что для этого мы и пришли в эту профессию как медицина, потому что хотели помогать людям. Задача наша будет в том, что мы будем полностью заниматься пациентами, то есть мы будем ставить им капельницы, делать уколы, носить еду. Свой небольшой вклад в большое дело каждый день делают рядовые жители города. В Уфе запущен проект «Дари еду». По всей стране уже собрали более 90 тонн продуктов. В столице республики проект стартовал в апреле. Нуждающимся передали 300 килограммов необходимых товаров. Заявку на участие в благотворительной акции оставляла и Эльвира Галимуллина. У ее 12-летнего сына Шамиля синдром Мелоса. С каждым днем мальчик только слабее. Кости словно становятся тоньше. Обычный поход в магазин для них – тяжелое испытание. Все, кто помогает им или сотням другим нуждающимся в поддержке людей, и есть герои нашего времени. Герои, которые обладают главными суперспособностями – человечностью и неравнодушием. Вроде как небольшие продукты, но это очень радостно и на данный момент очень приятно и очень важно. Лилия Курбанова. Итоги недели. На этом у нас все. Это были события уходящей недели. Всего доброго и, главное, не болейте. Оставайтесь дома вместе с телеканалом БСТ. О том, что происходит вокруг, расскажут наши корреспонденты. До встречи в эфире.